Но и принято решение о включении в базу перспективных руководителей и специалистов новых конкурсантов на непробившийся финал. Выявление лучших управленцев. Ингушетия. Курс на обновление. Конкурс завершен. В Магасе при участии главы Ингушетии подвели итоги кадрового проекта. В детстве я мечтал стать военнослужащим. В этом году я очень планирую попасть в воздушные десантные войска. Срочная служба в войсках Нацгвардии и ВДВ ровно на 1 год. 14 ингушских новобранцев пополнили ряды вооруженных сил России. 6 жилых сооружений, 4 надземных и 2 полуподземных. Находки, имеющие историческую ценность. В горах Ингушетии обнаружены 12 неизвестных строений и склепов. Хочу показать дух своего народа, его быт, его культуру, его традиции, его обычаи. Его произведения пронизаны ингушским духом. Творческий вечер Исы Кадзоева состоялся сегодня в летнем амфитеатре в Насыркорте. Заплывы или противостояние факультетов. Студенты ИНГУ соревновались в открытом турнире по плаванию, посвященном 25-летию вуза. На канале Ингушетия время вечерних новостей. Здравствуйте. Из более чем 3700 участников республиканского кадрового конкурса во второй очный этап прошли 60 человек, которые войдут в кадровый резерв региона. 20 лучших управленцев в течение 10 дней получат предложение по трудоустройству. Сегодня в научной библиотеке ИНГУ в Магасе подвели итоги кадрового конкурса «Ингушетия. Курс на обновление». С участниками проекта встретился глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Все подробности в репортаже Амины Боковой. 60 амбициозных и перспективных лидеров, готовых предложить десятки идей и проектов для борьбы с коррупцией в регионе, улучшения экологического состояния Ингушетии, сферы здравоохранения, образования и многих других направлений, уже прошли отборочный этап кадрового проекта «Ингушетия. Курс на обновление». Обойдя более 3500 претендентов, они пообщались с экспертами РАНХИКСа. В ходе деловой игры успели проявить свои аналитические, коммуникативные и другие качества. Теперь пришло время озвучить свои предложения уже лично главе республики. Перед тем, как приступить к собеседованию с каждым из конкурсантов, Махмуд Али Калиматов поприветствовал участников кадрового проекта. Первое, я хотел бы поздравить вас с выходом в финал республиканского кадрового конкурса. Это большой успех. Проявили очень высокий уровень подготовки в заочном этапе. Но и принято решение о включении в базу перспективных руководителей и специалистов новых конкурсантов на непробившийся финал. То есть, кто еще и не прошел, все равно мы будем формировать резерв, который будет учитываться в последующем и дальнейшем продвижении и предложении на работу. Должности оставили серьезные. На уровне вице-премьера, и министров, и замминистров, да, и комитеты. Мы там молодежный комитет выделили, убрали, чтобы он отдельно был. У нас ведь есть парламент, да, вот, там комитеты. Я хотел бы, чтобы вы понимали, что кто-то свяжет свою жизнь с парламентом, с политикой, в политику пойдет, потому что там ведь тоже специализация, разные комитеты, которые на сегодняшний день работают, но не в полную силу, в моем понимании, то есть строительный или аграрный комитет. То есть там есть и такое. И тот резерв, который мы будем создавать, он будет и учитываться и в дальнейшем. Курс на обновление взят. Теперь пора перейти к самому отбору. 30 секунд. Ровно столько дается каждому участнику, чтобы предложить свои идеи для решения проблем, которые остро стоят в регионе. Максимально кратко и лаконично излагать свою мысль в сжатые сроки. Один из показателей аналитических способностей человека, которыми должен обладать любой управленец, считают эксперты РАНХИКСа. Первым выступает Анзор Аушев.
У каждого из членов нашей группы было много предложений, своих, и в частности мы вчера проработали, как ведущий правильно сказал, говорили о стратегии. И хотели бы, укладываясь в регламент, сказать, что думали о том, чтобы в ближайшую пятилетку попасть в топ-10 регионов по развитию цифровизации. Также говорили о том, что ключевые моменты помимо цифровизации это сельское хозяйство и развитие непосредственно сельского туризма, для того, чтобы у нас появились арбузные деревни, сырные и так далее, чтобы как можно больше приезжало туристов. Спорт, культура, водоснабжение. Идей по улучшению жизни в регионе у конкурсантов много, в совершенно разных направлениях. Я считаю, что Республика Ингушетия имеет отличные шансы привлечь финансирование в рамках нацпроектов малого и среднего предпринимательства и цифровая экономика под следующие цели. Это кредитование малого и среднего бизнеса и самозанятых граждан по льготной ставке. Здесь, я считаю, это позволит увеличить рабочие места и поступление бюджета увеличить. Введение системы бально-рейтинговой оценки деятельности чиновников. При этом система эта должна опираться на программно-аппаратный метод, таким образом, чтобы исключить предвзятость. И второе – это ввести гибкую многоплановую систему стимуляции госслужащих к повышению своей личной производительности и приобретению новых социально полезных навыков. На некоторые предложения Махмуд Али Калиматов отвечают сразу, на месте прорабатывая их с конкурсантами. Как, например, с идеей открытия в регионе сыроварни. Это очень хорошая идея, потому что то, что мы можем сегодня сделать или вчера, это сельское хозяйство. Я согласен. Поэтому в этом направлении, я думаю, будет интересно. И первый заместитель председателя правительства Михаил Бангирович, ему задача поставлена, как раз он, как вице-премьер, курирует сельское хозяйство, и вот это вот интересная вещь, мы будем поддерживать. Все предложения фиксируются, лучшие идеи будут прорабатываться соответствующими структурами. Заслушав выступления всех претендентов, Махмуд Али Калиматов поблагодарил конкурсантов за участие в проекте и сообщил, что в течение 10 дней 20 участникам будут предложены вакантные места в региональных органах власти. Остальные 40 человек будут включены в кадровый резерв. К претендентам на руководящие должности в республике обратился и первый заместитель председателя правительства Михаил Элезов. По всем тем вещам, которые вы сказали, в большей степени интересуют кадры, сельское хозяйство, туризм, информационные технологии, эффективная работа, обратная связь с населением. Все эти вопросы, все эти моменты будут учтены, и мы в рамках этих вопросов будем выстраивать свою работу. Далее глава республики наградил всех конкурсантов сертификатом, подтверждающим участие в кадровом проекте. Награду получил и Харан Аздоев. Он, кстати, один из немногих, кто сделал акцент на развитии спорта в регионе. Для меня это невероятный опыт. Я ни в чем подобном никогда не участвовал, хотя множество раз сдавал экзамены, тестирования на получение разного права заниматься той или иной деятельностью. По итогам, не знаю, кому что сулит, но лично я, как человек со спортивной среды, имею предложение именно в этом направлении. Как раз об этом при вручении сертификата я не имею другой возможности. Сказал, воспользовался этим маркетинговым ходом, как организаторы нас научили. Несмотря на предстоящие 10 дней ожидания, участники совсем не переживают. Для них выход во второй этап и полученный опыт – уже большая победа. Мне было на самом деле очень приятно. Это было что-то новое на самом деле. И после того, как я уже интересовался у представителей РАНХИКС, они вот эту практику уже несколько лет проводят. И судя по их показателям, она действительно продуктивна. И мы ожидаем, что все-таки какой-то результат положительный для кадров, для республики все-таки будет. Труд и усилия участников конкурса на этом завершаются, но не конкурсного жюри. Им предстоит обработать ответы претендентов, суммировать с результатами других испытаний и определить лучших управленцев на вакантные должности. Амина Бокова, Магомед Даскиев, Новости 24. 14 ингушских новобранцев пополнили сегодня ряды вооруженных сил России. В военном комиссариате Ингушетии в Выкажево состоялась торжественная церемония отправки первой группы призывников. Солдаты будут проходить срочную службу в войсках Нацгвардии и ВДВ. Мероприятие по традиции прошло с участием сотрудников военкомата, родственников и друзей призывников. В числе провожающих был и наш корреспондент Идрис Ижиев.
Становись! Ровняйсь! Смирно! Вольно! Получив свое первое звание рядовой, новобранцы отправляются сегодня из сборного пункта вооруженные силы страны. Гордость и патриотизм читается на их лицах. Напутственные слова для призывников перед такой важной миссией, можно сказать, традиция. Совсем скоро они окунутся в настоящую школу жизни. Старшие наставляют: в какой бы точке страны вы ни служили, очень важно помнить свое происхождение и культуру, показать себя с лучшей стороны. Служба и защита Родины является обязанностью граждан. Я считаю, что это не только обязанность, это честь. Ни одному мужчине еще никогда не помешала служба в армии. Большинство здесь находящие, я в том числе, отслужили и отдали долг своей родине. В любом случае, армия поможет состояться молодым людям, как мужчинам, как профессионалам, как настоящим защитникам своих родин. Каждый юноша должен усвоить жизненные уроки, так считает Джамалел Абадиев, один из призывников. В его семье не принято уклоняться от армии. Отец служил, пришла и его очередь. Молодой человек уверен, что армия меняет взгляд на жизнь и формирует чувство ответственности. В детстве я мечтал стать военнослужащим. В этом году я очень планировал попасть в воздушные десантные войска. В дальнейшем я хочу заключить контракт и работать по контракту. Любовь к родине закладывается с самого детства в семье и в школе. Несколько десятков родственников и близких приехали провожать призывников. В отличие от грустных матерей, отцы намного спокойнее относятся к проводам. Каждый из них желает им отслужить достойно и благополучно вернуться домой. Все в них будет. Понимаешь, они станут на взрослую жизнь. Они еще дети. Вот после армии они будут очень взрослые, же самостоятельные. Думаю, это очень полезная вот эта программа, не программа, это долг. Мужественными они вернутся домой. Кто офицерам, кто рядовым, контрактникам, но они будут, это наша подмога, наша сила. Они хоть оружие в руках подержат, борьбой займутся, физкультуру, все же там в армии, все идет. Наверное, каждый мальчишка в детстве мечтал стать именно десантником. Истории и фильмы про подвиги этих батальонов всегда служили примером для подрастающего поколения. В частях ВДВ ингушские ребята служили в разные периоды и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Ингуши есть, проявляют себя добросовестно военнослужащими, проблем к ним никаких не возникает. Желающих очень много, но конкурс ВДВ очень большой. Требования – это здоровье, это физическая подготовка. И самое главное, желание служить в ВДВ и совершение прыжков. Ряды вооруженных сил России на этот раз пополнят 14 человек. Всего же в течение осенней призывной кампании из Ингушетии планируют отправить 120 новобранцев. По истечению срока службы у всех желающих есть возможность остаться служить по контракту, а также по возвращении на родину поступить в престижные высшие учебные заведения. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24. Большой субботник пройдет завтра на территории мемориального комплекса Уазуат-Кашмыш. Мероприятие организует региональный Миннац. Принять участие в богоугодном деле приглашают всех желающих жителей, общественные организации и молодежь. К субботнику приступят в 10 часов. В горах Ингушетии найдены 12 неизвестных доселе строений и столько же склепов. Сооружения, имеющие историческую ценность, обнаружены на территории, прилегающей к архитектурному комплексу Кост, древнего поселения, основанного Хашильгом из Хамхи. Неизвестные объекты требуют детального изучения. Отмечу, что выходцами из Кост являются представители таких ингушских фамилий, как Костоевы, Газгиреевы, Марзагановы, Дударовы и другие. Об уникальной находке сюжет нашего корреспондента. Боевой яхт с боевой есть, а с пешими боевой есть. Никто не ожидал, что очередной субботник станет историческим днем. Ранее неизвестные науке архитектурные сооружения были найдены совершенно случайно. Уникальные строения удалось выявить во время совместного похода к рядовому башенному комплексу Кост. Нашими сотрудниками были выявлены новые объекты. Из них 6 жилых сооружений, 4 надземных и 2 полуподземных. И, конечно же, много руинов еще находятся на территории, которые придется дальше работать археологам. Там надо провести археологические, научные работы. Пришлось много поработать, но главное, есть результат.
Башенное поселение Кост, где найдены ранее неизвестные объекты, расположено на отроге хребта Такандук или Кастидук, и в нем насчитывается порядка 12 жилых сооружений и 12 склепов. И это не считая недавние находки. Найденные фрагменты башен раньше не попадались исследователям, поэтому требуют детального изучения. Ранее выявленными насчитывается 18 сооружений и более 18 склепов на территории Кест. Это не маленький башенный комплекс является, его можно сравнить с башенным комплексом Лейми, выходцами являются Костоевы, Марзгановы и многие еще ингушские фамилии. Это не единственные сооружения, которые смогли обнаружить специалисты. Благодаря их кропотливому труду удалось выявить множество других архитектурных памятников, которые находятся на территории музея-заповедника. За 2019 год музеем-заповедником выявлено в разных башенных комплексах на территории музея более 100 сооружений. И там туда входят и боевые башни, и полубоевые башни, склепы надземные, полуподземные и кладбища мусульманские. Находки имеют неоценимое значение не только для выходцев из рода Кост, но и для всего ингушского народа. Ингушетия, несмотря на свои маленькие размеры, один из немногих регионов страны, который отличается обилием всевозможных памятников средневекового зодчества. Сосредоточены архитектурные сооружения преимущественно на территории Джейрахского района. Там насчитывается 89 исторических поселений, в которые входит более 2000 древних архитектурных построек. Это же наша история, история нашего народа. И приходится ежедневно над этим работать по выявлению этих объектов. Каждый объект ценой очень наши отцы, наши деды их строили, и рук в рук передавались нам, и я думаю, что мы их должны также передавать своим наследникам, что оставить историю наших отцов. Уникальные сооружения подлежат государственной охране, поэтому найденные исторические памятники планируется включить в единый госреестр объектов культурного наследия. Специалисты заповедника в ближайшее время направят соответствующее заявление в Управление культурного наследия республики. Тамара Хашагулькова, Магомед Белакиев, Новости 24. В Ингушетии увеличилось поголовье крупного рогатого скота и составило 64 187 голов. Также мелкого скота, как овец и коз, составило более 186 тысяч голов. По сравнению с прошлым годом рост составил 25%. Коснулся рост и поголовья птиц на 14%. В январе-сентябре текущего года производство молока по расчетам на 8,5% больше аналогичного периода прошлого года. «Над бездной», «Обвал», Суламбек Сагапшинский – знакомые названия книг, которые на устах у тысяч ценителей творчества известного ингушского писателя. В своих произведениях он описывает глубину традиций ингушского народа и особенности национальных адатов. Творческий вечер Исыка Дзоева состоялся сегодня в летнем амфитеатре в Насыркорте. На шествовании ингушского классика присутствовали друзья, коллеги по перу, общественные деятели и, конечно же, читатели. Репортаж Даны Плиевой. Одного из классиков ингушской литературы Исыка Дзоева солисты Госфилармонии чествуют музыкальным подарком. Творцу слова посвящают самые искренние и теплые пожелания. 80 лет – это как? Кончается юность, начинается молодость. Пора подумать о женитьбе. Песни, в которых воспевается воинственный дух, быт, культура, а также смелость нашего народа. Юмористические сценки, в которых оживают рассказы мастера пера. И пусть за плечами у Исыка Дзоева 8-й десяток, но ясный ум и желание работать остаются неизменными. Я бы вам хотел пожелать быть активными, молодежи особенно, быть активными, развитыми, отважными, храбрыми, мудрыми
и жизнедеятельными. Потому что наша жизнь – это борьба. В этой борьбе побеждает тот, кто активен, кто силен. Я не имею в виду бицепсы физические, я имею в виду ум, образование, культура. Удобное кресло, стол, заполненный собственными работами, который украшает и чернильница с пером. Небольшой зал летнего амфитеатра на это время превратился в рабочий кабинет писателя. Уютную, по-настоящему домашнюю обстановку создают и сами люди, пришедшие на вечер. Полный зал друзей, родственников и поклонников творчества Исыка Адзоева. Специально для них Иса Аюпович устроил небольшое знакомство с его произведениями. Главная тема беседы – роман эпопеи Ингуши. Труд состоит из 7 томов. Az Gıgıl Sendiyat elçi ve istorici halkı daima lahtış hatırdır. Gılgay istoridi datsiya. Хочется огромное спасибо сказать организаторам этого проекта, этого творческого вечера, непосредственно кто задумал, потому что писатель в преклонном возрасте, несмотря на его возраст, он является очень простым, очень таким душевным молодым человеком, и пообщаясь с ним, я насытился вот этим вдохновением на стремление к чему-то хорошему, да, на вот, знаете, вот, как вам сказать, даже будучи молодым, у меня не было столько энергии, столько позитива, сколько есть в нем. Организатор творческого вечера Минкульт региона совместно с инициативной группой, которую возглавил Дауд Гаракоев. Эта встреча, по его мнению, отличная возможность познакомить каждого с творчеством мастера слова, который всю жизнь посвятил себя пропаганде ингушского языка. «Над бездной», «Обвал», «Сердца отважных», Суламбек Сагапшинский, Исаак Адзоев – автор 26 книг, многие из которых заняли место в личной библиотеке почти каждого ингуша. Но книги писателя известны не только за пределами республики, но и страны. Очень плодовитый писатель. Желаю ему здравствовать, прожить 100 лет, и чтобы он еще до конца своих дней радовал нас своим творчеством. Иса очень многое сделал для нашей республики, для нашего поколения, относительно молодежи, относительно ну и всего, что можно говорить, и много-много всего, что относится к нашему народу в своей части, и я считаю, он свой долг выполнил и дальше активно продолжает работать. Сейчас автор работает параллельно над 4 книгами, все они уже в процессе. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Изучи интернет, управляй им. Онлайн-чемпионат с таким названием запускает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России совместно с Координационным центром национального домена сети интернет и ПАО «Ростелеком». В нем могут принять участие школьники и студенты до 18 лет со всей страны. Тема чемпионата – домены и доменная структура. Соревнования начнутся 7 ноября и пройдут в режиме онлайн на портале чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, состоящий из 6 наборов интерактивных заданий. В них будут отражены принципы управления доменом, структуры технологий, история и события отрасли. Победители получат подарки – это смарт-часы и смартфон. Регистрация участников на предстоящий чемпионат уже открыта. Студенты Ингушского госуниверситета представили республику на 10-м форуме молодых ученых Юга России, проходившем с 10 по 13 октября в Нальчике. Семинары, тренинги и мастер-классы были проведены ведущими экспертами и спикерами. Форум охватил разные научные направления, а главное, участники получили инструктаж, как обосновать свой проект. О том, какие знания получили ингушские студенты, в репортаже Зелимхана Калоева. 10-й форум молодых ученых Юга России. Ингушские студенты не могли пропустить это интересное межрегиональное событие. В научном собрании участвовали более 100 студентов, магистрантов и аспирантов из республик СКФО, ЮФО, Москвы и других регионов. В программе были семинары и тренинги. Словом, все, что представляет интерес для молодых умов. Форум был достаточно интересный, нас гостеприимно встретили. Далее нас повели при Эльбрусе, где проходила уже школа инноватора. Там были, естественно, семинары. По этим семинарам мы в основном слушали и давали информацию. Студенты Ингушского госуниверситета не в первый раз принимают участие в форуме. Это и новый опыт, и новые знакомства. Активность нашей молодежи уже отметили. В адрес руководства вуза поступило благодарственное письмо, а каждый участник получил сертификат. Магомед Барахоев старается ни за что не пропускать такие конкурсы и форумы. Для него это возможность узнать
узнать для себя что-то новое и полезное для самореализации. Они нам уже на более высоком уровне объясняли, разъясняли каждую мелочь. Некоторые нюансы, из-за которых могут твой проект снять. Надо отметить, что это довольно-таки высокий уровень, где можно получить это уже большие деньги и инновации, новые инновации, которых нет, которых ты можешь осуществить. Что ты предлагаешь? Мастер-классы от ведущих экспертов Минобра России, фонда Сколково и фонда содействия инновациям национальной технологической инициативы собрали полные аудитории. Ингушский университет представили студенты агроинженерного факультета, магистр факультета агрономия и аспирантка кафедры финансы и кредит. Возглавил делегацию кандидат сельскохозяйственных наук Батыр Хамхоев. Каждый раз, когда мы туда приезжаем, мы убеждаемся, что наши идеи, проекты конкурентоспособны. Вот мы смотрели же эти сертификаты, дипломы, и наши ребята получали гранты. Например, это не происходит за день или за месяц, это целенаправленная научно-исследовательская работа. Агроинженерная кафедра старается максимально стимулировать своих студентов на участие в разных грантовых и обучающих форумах. За многие годы наш университет отличился в научных исследованиях. Есть и запатентованные изобретения. Был получен патент на подкапывающий рабочий орган с боковыми образующими, один патент. Второй патент на прутковый подкапывающий рабочий орган. Это уже изобретение у нас идет, потому что такого нету. Если с боковыми образующими у нас идет как полезная модель, а с прутковыми уже как изобретение у нас идет, потому что такие рабочие органы пока еще у нас не применяются. Также у нас и получен патент на дисковый культиватор для предуборочной подготовки картофельных гряд, который улучшает многие параметры, энергетические показатели, уменьшение расхода топлива, повышение производительности машины. То есть эта работа выполнена не за один день, не за один год, это многолетние исследования. Молодые ученые Ингушетии уже готовятся к участию в новых форумах. Планов много. После насыщенной образовательной программы предстоит работа по воплощению накопленных знаний в жизнь. Впереди нас ждут новые научные исследования. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24. Воспитанники спортклуба «Кушт» вновь отличились. Золото и 3 серебра привезли ингушские борцы с международного турнира, проходившего в Абхазии. На турнире в Гудауте приняли участие более 200 спортсменов, соревновались в 2 возрастных и в 17 весовых категориях. Ингушетию на соревнованиях представили воспитанники спортклуба «Кушт». Отмечу, что воспитанники спортивного клуба «Кушт» всегда достойно представляют Ингушетию, показывают высокую мотивацию, волю к победе и отличные результаты как на всероссийских, так и на международных соревнованиях. Приняли с ингушским гостеприимством, но преимущество оставили за собой. Футболисты Ингушского госуниверситета сыграли с астраханской командой «Волгарь». Заключительный матч сезона ЮФО СКФО 3-го дивизиона прошел в Назране. Команды бились до последнего звука свистка судьи, проводя одну атаку за другой. Матч действительно выдался напряженным и зрелищным. С каким счетом завершилась игра, расскажет Идрис Ижиев. Под жестким прессингом хозяева поля начинают последнюю игру сезона. Встречая близко с центра, местная команда не оставляет соперникам и метра, чтобы развернуться. Астраханцы на взрывные действия оппонентов отвечают хорошим контролем. Однако фактор выездного матча сильно влияет на уверенность. Столичная команда «Ингу» достаточно ровно провела весь отрезок футбольного сезона. По итогу за несколько туров до конца обеспечивая себе призовое место. Сегодняшняя встреча носит исключительно тактический характер. Ведь очки уже не нужны. Но по матчу сразу понятно, настрой у команды все равно боевой. После 15 минут первого тайма, буквально занеся мяч в сетку, наша команда ведет 1-0. Натиск не сбавляет, ведь футбол – игра, в которой за несколько минут результат может сложиться абсолютно другой. Продолжая терзать защиту астраханцев разящими контратаками, нападающий магасовской команды вынуждает соперника нарушить правила. Пенальти. Первый тайм команды провели интенсивно, создавая много опасных моментов. На отличный контроль и мелкий пас наша команда ответила скоростными контратаками, по итогу которых реализовали штрафной и пенальти. Расслабляться не стоит, ведь впереди еще 45 минут.
Болельщики пришли поддержать родную команду. Очень хороший матч. Наши, по крайней мере, пока ведут. Впереди второй тайм. Надеюсь, они также продолжат. Спустя 15 минут футболисты возвращаются на поле. Тактика та же – давить на соперника на каждом участке поля, не пропустить и по возможности увеличить разрыв в счете. После 10 минут очередной опасный угловой у ворот астраханцев. Подача в штрафную и пушечный удар с центрального защитника – это разгром. В составе команды ИНГУ особенно продуктивно играет Адам Сайнароев. Сегодня через его правый фланг не прошел ни один острый момент. Благодаря такой игре магасовский коллектив отлично проявил себя в этом сезоне. Я не очень доволен своими действиями в игре, но бывали моменты, где я спасал команду. Были такие моменты, но, в общем-то, каждый футболист не всегда уверен в себе, не каждый уверен в себе. И каждый не дает себе недооценку. Единожды взяв ворота соперника, Волгарь все же забил гол престижа. Хозяева, недолго думая, ответили еще одним голом. И к концу матча с преимуществом в 3 мяча ингушская команда завершила встречу. Эта игра, она в принципе ничего не решала в плане распределения мест. Поэтому как бы свой отпечаток, конечно, оставил. В том плане и настрой не тот. Но и все равно мы выиграли, сыграли результативно. 4-1, забили 4 гола. Я считаю, ребята в этом плане заслуживают похвалы. Команда, видно, что чуть моложе наших ребят. У нас как бы сплав опыта и молодости. И в силу этого мы имели преимущество над соперником и в плане качества игры. На разгромной победе магасовский коллектив заканчивает футбольный сезон на 3-м месте. Отличная игра и хорошая самоотдача каждый год приносит свои плоды. Ведь ниже 5-го места ИНГУ не опускался никогда в своей истории. Идрис Ижиев, Магомед Даскиев, Новости 24. 15 студентов-пловцов приняли участие в открытом турнире по плаванию, посвященном 25-летию образования Ингушского госуниверситета. Эстафета вольным стилем, командный заплыв и не только. Побороться за призовые места по плаванию в Магас съехались команды из различных факультетов вуза. Об участниках и победителях соревнований по самому позитивному виду спорта репортаж Микаила Тенгиева. Со свистком судьи пловцы в ту же секунду ныряют в бассейн и словно дельфины рассекают водную гладь. Они стремятся не просто занять первое место, но и установить свой личный рекорд по времени. Лучший в заплыве на дистанцию 200 метров определился скоро, с результатом в 30,42 секунды. Уверенную победу одерживает Микаил Гайсанов. Были не первые соревнования. До этого участвовал в многих соревнованиях. Особого труда это не составило. Что самое важное, чтобы победить? Что нужно для этого? Упорные тренировки и, главное, верить в себя. Амирхан Мальсагов является судьей соревнований. Он также тренировал ребят, пришедших к финишу первым в эстафете вольным стилем. Совсем недавно воспитанники Амирхана Мальсагова вернулись с очередного турнира в Астрахани, где показали неплохие результаты. Уровень подготовки ингушских пловцов пока что средний, признается наставник, но тут же добавляет, еще не вечер. Пока мы самый молодой вид спорта. Мы пока только развиваемся, и мы очень рады каждому человеку, который приходит сюда, который хочет обучиться плавать. Мы всем идем навстречу, обучаем. Есть ребята очень перспективные, которые мы делаем акцент, и непосредственно с ними работаем. Физика, математический факультет, факультет информационных систем и технологий, агропромышленный и так далее. Все они представлены участниками соревнований. Всего в них участвует около 15 человек. Второй по счету заплыв уже командный. Эстафета 4 по 50. Третья дорожка. Барахоев-Берс. Спустя каких-то пару минут с хорошим отрывом от своих соперников на этой дистанции отличился Магомед Костоев. Делать свои первые шаги в этом виде спорта он начал еще в школьные годы и с тех пор достиг немалых успехов. Плавание – это не просто занятие спортом, а как стиль жизни, признается пловец. В Ингушетии почти каждый год проходят соревнования, а так за пределами Ингушетии я участвовал на соревнованиях ЮФО и СКФО. Там мы получили первый разряд, и это было внесено в зачетную книгу, чтобы мы могли участвовать в других соревнованиях за пределами Ингушетии. А так мы с другими пловцами из Ингушетии, 4 представителя, участвовали в соревнованиях, где проходили в Крыму и переплыли Керченский пролив длиной 16 километров.
Плавание, будь то на профессиональном или любительском уровне, это не просто приятное занятие, но еще и полезное, утверждают врачи. В этом процессе развивается дыхательная система, тренируются многие мышцы, улучшается обмен веществ и укрепляется нервная система. Поэтому так важно популяризировать плавание у нас в регионе. Я надеюсь, что это соревнование проводится не только для того, чтобы озвучить или еще что, а для популяции плавания в Ингушской государственной, чтобы больше привлекались студенты нашего университета. Кто-то дзюдоист, кто-то борец, кто-то боксер, где у нас более преобладающий вид спорта. Ну а плавание мы будем стараться развивать. По окончанию соревнований отличившихся спортсменов наградили медалями и грамотами, как стимул для дальнейших побед. Первое место заняла команда Гайсанова. Михаил Тангиев, Магомед Даскиев, Новости 24. Детский хореографический ансамбль «Ангушт» представит Ингушетию в чемпионате России по кавказским танцам и конкурсе страны в области исполнительного искусства. Хореографические конкурсы пройдут в Пятигорске с 19 по 20 октября. Ансамбль представят на суд жюри 2 танца – молодежный и ингушский праздничный. «Сохраним историю вместе». Новый проект с говорящим названием запустил Государственный музей изобразительных искусств Ингушетии. Главные действующие лица в котором старинные предметы быта ингушей, которые, став музейными экспонатами, будут использованы при создании новых выставок. Предвестником для музейной идеи стала объявленная акция по сбору уникальных экземпляров, хранящихся у жителей региона. С некоторыми из них ознакомился наш корреспондент Муса Измайлов. Шикарная работа. Даже как он его написал, посмотри. Эта картина самый что ни на есть редкий экземпляр. Работа написана масляными красками в академической манере. На картине Джигит отдыхает под деревом на фоне ингушских башен. Это экспонат музея, подаренный ему одним из жителей республики. Часто старым вещам в доме многие не придают значения, особенно предметам быта. Многие воспринимают их как ненужный хлам. Складируют их в сарае либо в чердаке. Случается, что даже выбрасывают их. А ведь некоторые из них свидетели целых эпох. Последнее поступление у нас работа Аздоева Давуда. Эту работу нам передал Измайлов Алихан Исрапилович. Он был его другом, это очень известный автор Аздоев Дауд. И Алихан передал его в фонд музея. Благодаря проекту Государственного музея Республики Ингушетия «Сохраним историю вместе» такие картины обретут новый статус и новую жизнь. Например, эти подушки и наволочки подарены известной ингушской портнихой Лейлой Арчаковой. Изделия ручной работы, им уже больше 50 лет. Ковру же с древнеингушскими узорами более 150 лет. Музею его подарила ингушская диаспора из Турции. По словам Мадины Хамхоевой, это единственный экземпляр в своем роде. Там была такая традиция вообще... Была своя такая ингушская мечеть, которую построили ингуши в Турции после переселения массового туда. И была такая традиция, что когда молодожены женились, они должны были обязательно один такой ковер ручной работы, истинг, подарить мечети. И вот со временем, с годами, можно сказать, с веками, там, получается, набралась такая огромная коллекция таких ковров. Потом позже мечеть была ограблена. Это вот единственный ковер, который остался. Проект запустили 2 месяца назад. За это время музей получил экспонаты с вековой историей. На основе собранных предметов планируют создать новую экспозицию. Каждому предмету будут записаны истории, связанные с жизнью владельцев и их семьей. Они будут отражены в пояснительных текстах о предмете. В нашу акцию и в цель не входило получить в дар нашего музея какие-то определенные предметы. Нас интересуют и предметы старины, и предметы современной нашей жизни, потому что они позволят разнообразить наши музейные экспозиции, потому что после депортационного и выставочного материала у нас практически нет. Нас интересует быт наших людей, которые после высылки обустраивались здесь, в родной Ингушетии, их вкусовые какие-то пристрастия, потому что некоторые предметы, они могут свидетельствовать о материальном достатке, об их вкусах, которые они оттуда, с Казахстана, сюда привезли. Нас интересуют предметы одежды, аксессуары. Этот проект уникален тем, что любой житель республики сможет принять в нем участие. Благодаря ему музей пополнит коллекцию старой мебели ручной дизайнерской работы, элементами интерьера, такими как ковры,
цветы, торшеры, живописные картины и многое другое. Все это порадует ценителей истории и классики. Имя дарителя будет записано в книгу поступления фондов музея, и каждый участник получит диплом почетного дарителя. Я думаю, это очень важный шаг, это важный момент, потому что мы обязаны сохранить нашу историю для наших подрастающего поколения. И мне кажется, это очень будет благородно с каждого, если есть такая возможность сделать этот дар, потому что нас интересуют и предметы мебели. Я знаю, что у многих есть предметы, начиная с 70-го, 80-го года. Они практически у многих есть и посуда, и одежда. И поэтому мы были бы счастливы получить, собрать не только для своего музея, не для своих фондов, но и для нашего общего дела в сохранении нашей истории. Государственный музей искусств Республики Ингушетия ждет новых экспонатов. Важен каждый предмет, который хранит в себе тайну и историю нашего народа. Муса Измайлов, Мирбек Миржоев, Новости 24. Ну а сейчас анонс. В субботу в эфире национального телеканала смотрите еженедельную информационную программу «Новости СКФО» с Зелимханом Калоевым. Итак, завтра в 21:00 вы увидите. Сибирская язва – вспышки особо опасной инфекционной болезни. Врач должен посмотреть органолептическую характеристику туши, будь то говядины, баранины или конины, и посмотреть состояние лимфатических узлов. Случаи заражения язвой в Дагестане стали причиной массовых проверок на Северном Кавказе. Стоит ли бояться Ингушетии? Забор, раздора, опасность или защита от нее? Нельзя ли калитку сделать, чтобы пройти в школу детям? В том году девочку затащили с той стороны с моста. В Дагестане родители школьников недовольны глухим забором вокруг учебного заведения. Ужасный диагноз – обмен опытом для успешной борьбы с общим врагом. Внутривенно вводится препарат-сенсибилизатор, который избирательно накапливается в опухоли. Посредством лазера проводится его облучение. Ведущий онколог России провел показательную операцию в Черкесске. Заглянуть в будущее, как найти применение 3D-сканеру и какие профессии скоро придется выбирать людям. Это ручной 3D-сканер. С его помощью можно отсканировать любой живой или неживой предмет и получить его трехмерную модель. В Ставрополе прошел первый фестиваль науки и технологий. Кричат болельщики «Гол». Футболисты Ингушского госуниверситета против астраханской команды. Заключительный матч сезона ЮФО СКФО 3-го дивизиона прошел в Ингушетии. Какой счет? Об этом и не только расскажет новости Северного Кавказа. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.